Тома, я привел тебя в ресторан Регах. Это один из лучших ресторанов нашего города. Сегодня мы будем обсуждать нашу видеоафишу именно здесь, на открытом воздухе, в замечательной атмосфере. Помнишь, в прошлую субботу в IQ кафе была игра в мафию с нашим другом Русланом Кабалоти? Так вот, в этот раз они играют с Аланом Татаровым в 19:00. Артем, наконец-то пришла долгожданная осень. В литературной гостиной 6 сентября пройдет литературно-музыкальный клуб, который так и называется «Дай билеты». Ваше лето. Наше лето. В общем, в отеле «Вертикаль» пройдет Open Air вечеринка. Это на открытом воздухе, диджеи, выступления, музыканты. Будет очень круто. Отель «Вертикаль». Знаешь такое? Вот, там будет диджей Немец, Алихан Баразгов и, угадай кто, Джафар и Монтана. Круто. Вот так, обязательно надо пойти. Я знаю, чего ты ждал целое лето, и поздравляю тебя с открытием театрального сезона. В Русском театре пройдут сразу несколько спектаклей. 10 сентября спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» и 12 сентября спектакль «12-я ночь» или «Как пожелаете». 4 сентября в кинотеатрах нашего города будет фантастический фильм про инопланетян, Тома. Ты в них веришь? Верю. Так вот, называется «Сигнал». Обязательно надо пойти. Да, ты пойдешь. Пойдешь. Обещаю. Николас Истман, вы с Земли? Да, я с Земли. То, что я вам скажу, Ник, может вас испугать. Учитывая обстоятельства, связанные с вашим состоянием, информация носит ограниченный характер. В каком смысле с состоянием? В каком я состоянии? Можете ли вы вспомнить первый случай, когда вы столкнулись с сигналом? С чем? Это сигнал. Если слышите его, вас избрали. Мне нужно защититься. От чего? Артем, очень серьезный вопрос, сосредоточься. Ты умеешь танцевать, как Джастин Тимберлейк? Нет. Тогда это новость для тебя. Школа танцев MBC весь сентябрь проводит набор в группы современных танцев. Ты еще можешь успеть. Они научат меня танцевать как Научат Аша? тебя всему. Тогда пойду. На этой неделе в арт-клубе Infinity будет показ фильмов Квентина Тарантино. И в пятницу покажут фильм «Криминальное чтиво». А в субботу приезжает из Ставрополя замечательная певица Анна Курса. Артем, а еще у нас стартует поэтический фестиваль «Битва поэтов». Срок приема заявок до 27 сентября. Ну, если ты не умеешь писать стихи, как и танцевать, как Джастин Тимберлейк, ты можешь просто прийти и послушать. В клубе 49 стартует новый сезон Тома. Там будут крутые вечеринки. Скоро африканский Новый год. И, наконец-то, день рождения клуба 49 в середине сентября. Но об этом мы поговорим в следующей передаче. Ну а в детском театре Шайбе 6 сентября пройдет спектакль «Волшебная сказка». Сегодня в гостях у видеоафиши потрясающая девушка, хореограф по современным танцам, организатор флешмобов Тербарсегова Иля. Иля, привет. Привет, Добрый Иля. день, И у нас сразу такой вопрос. Почему профессия хореографа? И как ты к этому пришла? То есть ты с детства о ней мечтала? Сказать мечтала нет. В 5 лет я начала заниматься латиноамериканскими танцами. В дальнейшем, в 12 лет, мне пришлось переквалифицироваться в современное направление. И в 2009 году я начала заниматься хип-хопом. Как бы в роли ученицы изначально, это было в электроне. И в протяжении времени 2 года, где-то 1,5 прошло, и я уже начала сама вести группы. Сначала помогать преподавателю, а потом уже самостоятельно. В дальнейшем как бы перешла в другую школу. Изначально это был Дефарс, потом был
Move Zone. В то время уже существовала школа MBC с преподавателем Тумаева Людмила, и мы объединились как бы в одну школу. И теперь это MBC. А сложно девушке в этой профессии? Я бы не сказала. Достаточно, если как бы к этому относиться спокойно и знать, что ты делаешь, то да, то легко все. Еще такой вопрос. Все хореографы трико носят? Нет, не все. Я, например, нет. Ну, иногда. Хорошо. А сложно учить танцевать? Да, достаточно, да. Ну, когда человек расположен к тебе, он хочет заниматься, то легко. А если на контакт не идет, то трудно. Как бы бывают Ну, разные ситуации на Про тренировках. трико у меня больше вопросов нет. Хорошо. У меня такой вопрос. Вот я, например, не умею танцевать. Да. Со мной еще что-нибудь можно сделать в этой жизни? Ну, в смысле, научить каким-нибудь таким элементарным, хотя бы брейк-дансу. Если есть желание, то да. Серьезно? Да. На самом деле, без шуток. Хорошо. А вот когда создается танец, что главнее, движение или звук вот в организации? В организации звук. Музыка. Когда музыка тебе нравится, то и движение, и постановка, все сразу получается. Как-то вдохновение приходит, и легко все творить. Серьезные вопросы у меня закончились. Сейчас у меня остались такие вопросы. Будущее. Какая у вас профессия на будущем? Например, хореограф. Вот вы стали хореографом сейчас, да? Вы У уже нас хореограф. еще занимается организацией флешмоба. Еще флешмоб. Ну, есть же к чему расти всегда. То есть, Конечно. что в дальнейшем? Ну, в дальнейшем я планирую более масштабную школу уже с полным набором преподавателей, чтобы, ну, свою именно школу, не только зал и одна группа, две, Я три, понял. а именно конкретно, чтобы там занимались именно преподаватели в определенных направлениях, и уже под моим именем шла школа. А как ты создаешь вот танец? Ну, у тебя бывает заранее спланированный, или ты вот по ходу уже придумаешь элементы, импровизации? Как Если создается? это тренировка повседневная, то это бывает импровизация, абсолютно разминка, затем идет постановка какой-то связки, и уже кому как нравится, вместе с ребятами додумываем. А когда это или концертная программа, или это флешмоб, только, естественно, заранее это отточенные движения и продуманы, как будут смотреться, как поставить здесь лучше вправо, влево, поворот, чтобы смотрелось хорошо. Вот вашу школу, в нее легко записаться? Как человек должен действовать? Это в интернете или надо прийти лично к вам? Может, какие-то Любой нюансы? желающий ли может прийти? Да. Да, ну, во-первых, это социальные сети ВКонтакте, любой желающий может написать на мою То есть страницу. любой возраст, Да, ограничений нет? есть. Желательно с 7 лет и выше. Также по номеру телефона моему могут все обращаться, а также приходить просто в любой день, когда я работаю, понедельник, среда, пятница. Любой желающий может прийти в 5 часов и посмотреть занятия и записаться. На 30 сентября будет флешмоб, это день интернета в России, Твингл у нас организовывает, так что добро пожаловать. Спасибо, может Мы быть, реально поучаствуем. поучаствуем, да. Я тоже Спасибо да. большое вам за это прекрасное Вам интервью. Да? Ждем вас в Надеемся, гостях у нас надеемся, еще. что у вас получится открыть свою огромную студию танцев. Ой, спасибо. Желаем вам удачи. Спасибо большое. Тома! Привет. Тома. Тома. Том. Том. Мне не говорит Тома, тебя смущает имя Тома? Тома. вот Тома. Артем, Тома. Боба Фетт. Паузу нажал? Пойдешь ты на сигнал, я сказал. Вот чё, отжить хорошо танцуют. Хочу... нет, не знаю, что сказать. А в кинотеатрах нашего города с 4 сентября будет фантастический фильм. Ты, кстати, веришь в инопланетян? Тома, я привел тебя сюда, в этот замечательный ресторан Регах, потому что здесь замечательно кормят. Том,
Честно, у меня такие мероприятия. Значит, в кинотеатрах нашего города кино какой-то ужастик. Пройдет. В клубе 49 стартует новый сезон. Брательник, выпей со мной, полтон. Да ты меня уважаешь! Вот, Карен, намучишься ты с этой афишей.